На телеканале БСТ программа «Интервью», студия Наталья Хван. Здравствуйте. И сегодня в нашей студии руководитель регионального штаба общероссийского движения Бессмертного полка России в Башкортостане Вадим Курилов. Вадим Евгеньевич, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, до праздника, до 9 мая остались считанные дни. Как Уфа, как вся республика встречает этот праздник, ну вот с каким настроением? Ну, я думаю, как обычно, в основном все с хорошим настроением встречают великий праздник нашей страны, День Победы. Вот, мы в этом году, как движение «Бессмертный полк», вместе с муниципалитетами, при поддержке правительства, провели в течение года много интересных мероприятий, акций, которые направлены на то, чтобы сохранить память о участников Великой Отечественной войны. Ну, в первую очередь, это, конечно, Олимпиада школьников по истории Великой Отечественной войны. Я помню, я горжусь. В этом году у нас рекордное количество. 165 тысяч ребят из республики приняло участие в этом проекте. И вот мы как раз сейчас тоже подводим итоги. Это Олимпиада. И в мае, правда, после 9 мая состоятся церемонии награждения. То есть, в основном, хорошее настроение. Но в тот же момент есть и тревога за то, что происходит в мире, как пытаются переписать историю Великой Отечественной войны. И, конечно, это говорит о том, что нам, всему обществу, нужно консолидироваться и достойно отметить 9 мая с тем, чтобы действительно показать, что мы, во-первых, помним всему миру, и то, что мы не дадим переписать историю, как они этого хотят. Потому что этот праздник со слезами на глазах, и он объединяет абсолютно всех, несмотря на то, что прошли уже десятилетия. А что касается Бессмертного полка, скажите, в каком формате в этом году он пройдет здесь, в Башкортостане? В этом году принято решение с целью безопасности участников акции отменить традиционное шествие Бессмертного полка. И поэтому Бессмертный полк проводит несколько, мы их называем форматы, акции, с помощью которых жители нашей республики смогут также отдать дань уважения своим предкам, которые принимали участие в борьбе против фашизма. Это в первую очередь Бессмертный полк онлайн. Он уже достаточно известен в нашей республике, проводится с 2020 года, и он независим от того, будет традиционное шествие, не будет, то есть он проводится ежегодно. Второе очень крупное мероприятие, которое мы проводим в нашей республике, это церемония светлой памяти павших в борьбе против фашизма «Минута молчания». Это проводится у нас всегда в последний рабочий день перед первомайскими праздниками. В этом году 8 мая. В 11 часов по всей республике будет объявлена общереспубликанская минута молчания. Мы это проводим совместно, в том числе и с вашей телекомпанией БСТ. Идет телевизионное вещание, практически всеми средствами массовой информации нашей республики. Она начинается в 10 часов 50 минут и идет 30 минут, ровно в 11 минута молчания. Цель этой акции – это как раз тоже формат Бессмертного полка, чтобы мы именно плечом к плечу, каждый на своем рабочем месте или в школе, в организации, в каких-то общественных местах, отдать дань уважения нашим, опять же, участникам Великой Отечественной войны. Третья акция – это «Окна Победы, окна памяти». Она у нас немножко отличается от федерального, именно своим названием. То есть это не просто окна Победы, а окна памяти. То есть мы исходим из того, что в этот день из окон на нас должны смотреть именно лица участников тех событий, участники Великой Отечественной войны и участники сейчас специальной военной операции. Следующая акция – это «Стена памяти». Это такой традиционный формат, тоже в каждой организации. То есть есть возможность установить или стенд, или прямо на стене тоже разместить фотографии участников Великой Отечественной войны. Еще одна акция – это «Лица Победы». Это федеральный проект. Суть этой акции – это размещение в музее Победы на Поклонной горе фотографии своих участников Великой Отечественной войны. То есть она немножко дублирует проект «Бессмертный полк онлайн», но отличается она тем, что это постоянно действующий такой медиапроект, который, если кто посещал этот музей боевой славы, музей Победы, знает, что, посетив этот музей, прямо на первом этаже установлены большие экраны, где идет постоянно, круглогодично показ участников Великой Отечественной войны.
И подойдя к этому экрану, то есть вы можете набрать фамилию своего родственника, и если фотография размещена, то она будет размером 1 на 1 метр. То есть такие крупные как бы это фотографии. Вот. Башкирия в этом проекте уже достаточно давно тоже принимает участие. Мы стоим этим гордимся на 3-м месте после Москвы и Санкт-Петербурга по активности. Но надеемся, что в этом году жители республики примут такое же активное участие в этом проекте. Вот если есть те жители республики, которые желают впервые поучаствовать в одном из форматов, что вы им посоветуете, что не стоит забыть, что-то важное может быть? Ну, здесь самое главное забыть, что сделать нужно фотографию, отсканировать или хорошую сделать фотографию на телефон своего участника Великой Отечественной войны, то есть перефотографировать эту фотографию, и разместить на сайте «Бессмертный полк онлайн 2026». Там выходит специальная анкета, где размещается фотография. Просто в этом году делается особый акцент на том, чтобы правильно заполняли анкету. То есть на фотографии на самой не должны размещаться какие-либо логотипы или фамилия, имя, отчество, потому что это все будет уменьшать фотографию. То есть все эти данные, годы жизни, фамилия, имя, отчество, все это нужно размещать в специальных графах вот этой анкеты. И в этом году с фотографии также могут разместить и родственники тех лиц, которые принимают участие в специальной военной операции. Вот. И еще одно отличие, что в этом году можно размещать не только те, кто погиб или умер, но в том числе и живых. Это было такое обращение очень многих жителей нашей страны, то есть это не республика, а в целом как бы по стране, с тем, чтобы размещать фотографии еще ныне живущих участников Великой Отечественной специальной военной операции. И в этом году такая возможность предоставлена. Вот. Но там специально нужно сделать пометку, что человек жив и в настоящее время. То есть, видимо, какой-то будет специальный на этом сделан акцент во время трансляции «Бессмертного полка» онлайн. Вадим Евгеньевич, у каждого есть своя история, личная, свой предок, который участвовал в тех событиях. У вас есть такая история, которая особенно вас трогает? Ну, наша семья, естественно, тоже принимала участие и непосредственно в боях во время Великой Отечественной войны, и в тылу. То есть мои бабушки, они все работали здесь, в Республике Башкортостан, в тылу. Дед мой был участником непосредственно Великой Отечественной войны. Вот. К сожалению, попал в плен, был в концлагере, находился в Норвегии более 3 лет, был освобожден Красной армией, вот, был после этого реабилитирован, вот, тоже принимал участие и много тоже рассказывал о том, что пришлось пережить. Вот, и, к сожалению, умер очень рано, то есть 53 года. То есть после войны прожил там буквально 7 лет. Вот, то есть, все это тоже были последствия. Вот. В нашей семье всегда чтут и память Великой Отечественной войны. Вот, часто это детям даже рассказывают. Даже когда проходила минута молчания федеральная, она всегда 9 числа в 7 часов вечера проходит. В нашей семье как-то было принято в этот момент всем встать. Вот. Эта традиция у нас у всех сохранилась. И не только у нашей семьи, и у родственников. То есть все, когда происходит минута молчания 9 числа, все, в общем, встают. Традиция – личный пример. Так работаете вы с молодежью в своей семье, да? Как вообще донести до молодежи эту информацию, чтобы была не просто календарная дата, а чтобы была действительно живая память и чтили так же, как и Бессмертный полк, он, в принципе, на это и нацелен, потому что речь-то идет не в целом мы говорим о Великой Отечественной войне или в целом о тех людях, которые сражались, а говорим о твоем конкретно родственнике, о твоем дедушке, прадедушке,
твои бабушки, прабабушки. И мы предлагаем отдать дань уважения именно им. И мы видим, что молодежь очень активно в этом участвует. То есть я даже думаю, что здесь это... Мы когда только начинали «Бессмертный полк» в 2013 году, вот в республике он впервые прошел, да, нам приходилось очень много разъяснять и детям, и взрослым. Сейчас такой уже необходимости мы не видим. То есть мы видим, что молодежь активна, она сама нам подсказывает многие интересные форматы. Ну, вот есть, кстати, один из таких интересных форматов, это как... тоже проект, мы его будем реализовывать в этом году. «Я горжусь тобой». То есть это ношение бейджа с фотографией своего родственника, оформленной с георгиевской лентой. Мы вот с 1 по 9 мая вот предлагаем молодежи к этому присоединиться. Видим, что этот проект такой достаточно тоже хорошо заходит у нас в республике. Кроме этого, при нашем региональном штабе действует молодежный штаб Бессмертного полка. В свое время это предложил член нашего штаба Хабирова Карина Владимировна вот создать такое направление, как молодежный штаб. И мы видим, как ребята активно в эту работу включились. И что интересно, они были, мы этот проект начали в 2019 году. Это были школьники 10-11 классов. Сейчас эти уже ребята, студенты уже заканчивают даже это, высшее учебное заведение. И они все равно продолжают работать в нашем штабе Бессмертного полка. И они работают не только у нас в республике, сейчас и на федеральном уровне Бессмертный полк Лайн как модераторы. Вот. Ну, кстати, что вот, наверное, можно сделать интересно, что в 2021 году именно наши ребята смогли предотвратить вот эти провокации, когда была попытка разместить фотографии гитлеровцев на сайте Бессмертного полка онлайн. Это были не из нашей республики, такие вот провокаторы. Вот. Но наши ребята работали на модераторы на федеральном уровне, и именно они смогли вот эти вот, предотвратить вот эти, скажем так, преступления, эти попытки. И они хорошо потом освещались это и в средствах массовой информации. То есть ребята достаточно активны. Сегодня у нас, в общем-то, по всей республике действует вот такой вот молодежный штаб при каждых школах. Это более, получается, 2000 ребят, которые, вот, можно сказать, ежедневно работают с нами, находятся в контакте. И теперь коротко, есть ли какие-то сроки вот, в праздничных мероприятиях, во всех форматах Бессмертного полка, и какие-то пожелания? Бессмертный полк онлайн, буквально регистрация на этот проект, то есть размещение фотографий, началась со вчерашнего дня и продлится до 6 мая. Вот. А показ самих вот этих фотографий будет 9 числа. Все наши проекты, о которых вот я уже сказал, они будут у нас проходить с 1 по 9 мая. Вот. Но, естественно, подготовка уже идет сейчас. Тот же проект «Окна Победы», «Окна памяти», уже школы активно включились, и не только школы, то есть и госучреждения, где размещают портреты своих участников Великой Отечественной войны. В этом году вот интересный тоже проект готовит у нас музей города Уфы, тоже вот «Окна Победы», «Окна памяти». То есть они прямо на улице Ленина в окнах своего музея планируют разместить фотографии героев Советского Союза, которые мало известны нашей публике. То есть мы хорошо знаем, естественно, Мусу Гореева, дважды Герой Советского Союза, Александра Матросова, но есть, которых знаем не так много. Очень много информации, на самом деле. Где вот можно, если вдруг что-то пропустили, какой-то сайт, где можно, информационный портал? Бессмертный полк России. Там просто набираете в поисковике, он сразу выходит. «Бессмертный полк онлайн 2026». Сразу все выходит, все разъяснения, анкеты, полностью все по регистрации. Главное желание, да. Спасибо большое, что ответили на наш вопрос. Это была программа «Интервью» на телеканале БСТ. Спасибо, что были с нами.